В Аше проходит бесплатное обследование по выявлению злокачественных опухолей молочной железы у женщин. Для этого все желающие могут обратиться в Центр семейной медицины по месту жительства. Там врачи проводят прием и само обследование. Кроме того, для женщин организованы специальные занятия, где им дают рекомендации по распознаванию опасных для здоровья признаков. Акция будет продолжаться с 4 по 11 февраля. Мы начали обследовать женщин репродуктивного возраста в высших и средних учебных заведениях. Рентген-аппарат предоставляется женщинам бесплатно. Большинство людей, находящихся под наблюдением семейных врачей, это тоже женщины. Мы также проводим осмотры прямо во время обхода по дворам. Врачи проводят информационную кампанию среди населения, чтобы предупредить о возможных заболеваниях. По словам медиков, в больницах есть все условия для диагностирования. Используется ультразвук, а при необходимости проводится маммография. Врачи призывают женщин уделять себе время и заботиться о своем здоровье. Необходимо обратить внимание на такие признаки, как наличие патологических уплотнений или выделение жидкости из молочной железы. Обследование не займет много времени. Посещение больницы для консультаций со специалистом, прохождение УЗИ и маммографии для женщин старшего возраста займет всего 1 час. Это поможет нам определить, есть ли заболевание. По результатам анализа Ожского областного онкологического центра рак молочной железы стал самым распространенным заболеванием среди женщин в прошлом году. По данным медиков, за год было обследовано более 4000 женщин, и у 1088 была выявлена опухоль. На этом изображении размер опухоли составляет 8 сантиметров, и таких случаев, когда заболевание достигает такой стадии, немало. Я бы хотела обратиться к женщинам, если есть какая-либо боль в груди, даже если она не болит или если вы обнаружили уплотнение, обязательно приходите на обследование, убедитесь, что это не опасно. Злокачественные опухоли выявляются на ранней стадии. По словам врачей, рак на 1-й и 2-й стадии поддается полному излечению. К сожалению, многие женщины не обращаются к специалистам до тех пор, пока заболевание не перейдет в 3-ю или 4-ю тяжелую стадию заболевания. Айтунок Мамытова, Самара Асанова, Бектур Калыбек улы, ЛТ Рош.